знают, что мы здесь есть, что мы в любую минуту можем выйти вот сюда на дорогу, напасть на них, сделать операцию, все. Они неспокойны, они беспокоятся, они там в своих кабинетах сидят, это их невысокопоставленные шайтаны. И нормально даже на своих бронированных машинах ездить не могут, потому что они не знают, что за оружие у нас, какую бомбу мы сегодня купили, что мы купили, как мы их взорвем, где мы их поймаем, все. А эти вонючки, то, что на УАЗиках ездят, они вообще шарахаются, когда одного обстреливают, другой сзади ехал, говорят, он развернулся, обратно вниз ехал. Это тоже до нас дошло. Вот так вот, короче. Вот чего вы боитесь. Вот это у вас вертолеты, там есть пулеметы, самолеты. Вот это атомные бомбы. Вот это когда мы в руки берем, вы уже нам предлагаете амнистию, там все. Деньги Это, еще. опять я с темы ушел, короче. Это не для вас, шайтана, это для наших братьев, сестер мусульман, которые дома сидят, которые за нас переживают, нас уважают, любят, которые за нас волнуются. Женщинам я что хочу сказать, нашим сестрам, нашим матерям, теткам, там, двоюродным, троюродным, кто есть. Будьте, короче, истинными мусульманками, одевайтесь, как полагается. Вот это язык тоже за зубами, если держать вы будете. Есть, да, хадис, где пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, сказал, где ничто иное, как джаханнам, что ведет, как язык. Это можно приблизиться на локоть, на 5 останется до джанната. Человек может сказать такое слово, Аллах Всевышний развернет, и то все, его дела эти все в прах превратит и вернет его в джаханнам. Человек может приблизиться к джаханнаму на локоть и может совершить такой поступок, что Аллах Всевышний простит все его прегрешения и ведет его в райские сады. Поэтому надо очень бережно относиться к своим амалам. Можно целый ураза месяц поститься, делать ибадат, совершать праведные дела, все, потом по окончании ураза после байрама ляпнуть какую-нибудь ерунду, просто разгневаться, сказать что-то, вызвать гнев Аллаха, и все в прах превратится. Поэтому это очень, прежде чем что-то сказать, надо головой думать. Где вы там за чаепитием где-то собираетесь, очень аккуратно разговаривайте. По сторонам смотрите, где кто что находится. Прежде чем что-то сказать, посмотрите, кто вокруг. Очень серьезно. Это война, у нас война. Она война, Аллах Всевышний говорит, или это хадис до судного дня меч не опустится, если он, пророк сказал, умный поднимется меч, но он не опустится до судного дня. Я Аллаху дуа делаю, мне брат тоже вот один пожелал, дай Аллах, говорит, что ты, говорит, выселил своего сына, говорит, научил, говорит, ему все то, что ты знаешь, говорит, начиная от костра, кончая, я не знаю чем, как это нападение делать, как что делать, все. Кончая криком чем. И да, альхамдулилля, я только рад. Ну, это где-то лет 15 еще джихада пожелал, он мне, хвала Аллаху. Я дуа делаю Аллаху, чтобы он меня укрепил, чтобы мои ноги не болели, коленки, чтобы не болели, ничего, чтобы я был стойким, истинным, искренним мусульманином. Желудок болел у меня, альхамдулилля, никаких проблем нету. И хинкал кушаю, и все кушаю, и уразу держу, никаких проблем нету. И рюкзаки мы таскаем, и все. И нету никаких проблем. То, что там где-то кто-то что-то болтает, там, в детстве руку сломал, на джихад уйти не могу. Пускай дома сидит. Это лукавит перед Аллахом, это не проходит. Это. Вот так вот. На камеру тоже особо не снимались, так чуть-чуть тоже как-то волнуешься. А то, что хотел сказать, аят, хадис тоже забыл, все путается вот так в голове. Поэтому поймите правильно. Читайте побольше, тавсир читайте. Тавсир Коран читайте. На любой вопрос там есть ответ.